Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаляму аля набийна Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Страница 41. Правило калькаля. Колебания. Букв калькаля 5. Ба, джим, да, то, коф. Эти буквы собраны в этом выражении. Выучив это выражение, вы можете охватить все 5 букв калькаля. Кутбу, джадин. Кутбу, джадин. Коф, то, ба, джим, даль. Что такое калькаля? Калькаля – это сильное колебание звука во время произношения буквы с сукуном. Именно с сукуном. Калькаля бывает, когда эти буквы бывают с сукуном. Если эти буквы будут оглашены, в них калькаля не бывает. Это сильное колебание звука при произношении с сукуном в месте образования. Таким образом, что такой стук слушается, как будто стук, как будто что-то ударилось, отскочило. Сейчас на примере будет более ясно. Калькаля делится на 2 вида. Калькаля кубра и сугра. Большая калькаля и маленькая. Большая калькаля, когда эти буквы бывают в конце слова при остановке. Когда эти буквы встречаются в конце слова при остановке, это значит калькаля кубра. Чем отличается она кубра от сугра? Потому что здесь калькаля более сильно выявляется. Прочитаем вот эти слова. Аль-фаляку. Фаляку. Слышим, как будто буква ударилась, отскочилась. Не вот так. Аль-фаляк. Аль-фаляк. Вот так тоже не читаем. Аль-фаляку. Место образования ударяется и отскакивает. Только место образования. Челюсть ничего не двигается. Аль-фаляку. Фаляку. Аку. Ику. Уку. Не добавляя лишние звуки. Ка-ки-ку не делаем. Фаляку. Ку. Только место образования ударяется и отскакивает. Бахидж, адж, идж, бахидж, бахидж, дж, не бахидж и не бахидж. Так не читаем. Кориб, б. Буквой Б у нас только губы стукаются и отскакивает. Челюсть ничего не двигается. Только место образования должно удариться и отскочить. В букве Б место образования на губах, поэтому только губы ударяются, отскакивают. Кориб, б. Без лишнего не добавляем звук. Кориба, ба, кориби. Вот лишние звуки не добавляем, только губы отскакивают. Кориб. Вот здесь звук калькали более бывает отчетливый. Теперь калькаля сугра – это когда одна из этих 5 букв встречается в середине слова. Звук калькали бывает менее отчетливый. Яд. Не читаем вот так, глотая букву Д. Ядху. Ядаху тоже не читаем. Яд, д. Только место образования стукается. Ядхулюна. Ябсуту. Атуамахум. Ату. Только язык ударяется и отскакивает, челюсть не двигается. Атуамахум. Саламун хия хатта матла'и матла'ил фаджру. Матла'ил фаджру. Фаджру. Здесь калькаля менее звонкая, чем калькаля кубра. Пройдем основные ошибки при произношении калькаля. Первая ошибка – это когда смешивают звук калькаля с огласовкой. При произношении калькаля у нас только место образования ударяется, и челюсть не двигается. Чтобы это проверить, при произношении калькаля подставьте руку под челюсть. Если у вас челюсть двигается, значит вы неправильно делаете калькалю. Если вы подставили руку под челюсть, и у вас челюсть спускается, касается руки, значит это ошибка. При произношении калькаля челюсть не должна двигаться. Первая ошибка – это когда смешивают с одной из 3 огласовок. Например, лякода, кана, лякода, да. Чуть-чуть звук А добавляет. Лякода. Читаем лякоды. Лякода, ка, кода, ка. Так не делаем. Тубы, тум, так не делаем. Смешиваю с домой.
Здесь очень важное примечание. Мы говорили, что когда произносим даму, губы надо вытягивать. Здесь вытягиваем губы. При произношении калькаля обязательно необходимо возвращать губы в исходное положение. Не оставлять их вытянутыми. Тубу-тум, а то выйдет звук дамы. Тубу-тум, тубу-тум. Обязательно ту, вытягиваем губы, б, возвращаем, опять ту, опять вытягиваем. Тубу-тум. Это можно отработать перед зеркалом. Иберо, иберо. Вот так не читаем. Иберо, смешивая ее с согласовкой. Иберо, иберохиму. Вторая ошибка – это то, что при произношении звука калькаля в конце добавляют еще хамзу с сукуном. Например, читают ахад, ахад. Вот так звук прерывают. Ахад. Так не делаем. Просто ахад. Ас-самад, ас-самад. Вот так не прерываем хамзой с сукуном. Третья ошибка – это когда слишком растягивает звук калькаля. Ахад, ахад. Вот так читают. Ас-самад, самад, ас-самад. Так не делаем. Ахад, ас-самад. Четвертая ошибка – это отрывание звука калькаля от того, что идет следом. Например, якды, якды. Чуть-чуть отдельно произносит. Якды, якды. Делает паузу. Нужно вместе читать. Якды, якды. Юбы, сыруна, юбы, сыруна. Так нельзя. Читаем правильно. Юбы, сыруна. Яд, хулуна. Так нельзя. Яд, хулуна, яд, хулуна. Вместе читаем.